Сегодня у нас с вами вечер встречи с Вячеславом Витальевичем Арсерги, народным писателем Удмуртии и лауреатом премии имени Антона Дельвига. Наш Вячеслав Витальевич, как мне кажется, гораздо более известен за рубежами нашей страны. Хотя, вот я уже говорила ему, мы проводили в 2006 году конкурс, народный конкурс «Лучшая удмуртская книга», и очень много подростков нам написали эссе по его книге «И плакало небо». Поэтому читатель у Вячеслава Витальевича есть, я так понимаю, молодой читатель, большей частью, хотя люди разного возраста отвечали. Вот, и здесь я вижу читателей, которые тоже знакомы с работами. Кому-то ближе поэзия, кому-то ближе проза, эссеистика. Вячеслав Витальевич работает и в жанре драматургии. Хочу напомнить, что он выступил сценаристом первого художественного фильма «Удмуртского тени» Алангасара. Очень сильный, на мой взгляд, фильм. И я думаю, что вопросы, которые мы будем задавать Вячеславу Витальевичу, будут касаться, в общем, разных, конечно, вещей. Но я так понимаю, что у нас есть сюрприз для Вячеслава Витальевича. Сначала небольшое поздравление с премией, с тем, что у нас такой есть человек. И надо сказать, что впервые в истории Удмуртии премия такого масштаба пришла на нашу территорию. И благодаря Вячеславу Витальевичу. Так что, в общем, неудивительно, что мы хотим его поздравить. Дай мне руку, положи другую на плечо мое. Пусть это будет первым па проснувшегося мира. Мира, где царят любовь и танец. Я твое не называю имя, ты мое не называешь имя. Мы забудем все, что было раньше. Мы забудем, кем мы были раньше. Белая ночь. Весна не прошла на смен еще звезд, звенели соловьи на старых кленах. Ждала я в беседке, и ты пришел, и был со мной влюбленный нежный мой. Шептал слова любви. Белая ночь, милая ночь, светлою мглой здесь нас укрой, и не спеши ты зажечь свет зари. Белая ночь, милая ночь, сон добрых фей нежно навей, и со мной ты, мы вдвоем, я и ты. И снова весна, опять все цветет, вновь соловьи звенят в аллеях парка. Зачем мне их песни, он не придет, и сердце вновь так жалко шепчет мне о той другой весне. Белая ночь, милая ночь, мучит огнем память о нем, и поскорей ты зажги свет зари. Белая ночь, милая ночь, тихо в окно шепчет одно: нет, его нет, он ушел, он далек. Я ценю свою судьбу. Мои удмуртские друзья
созревали гораздо раньше нас, я имею в виду удмуртское отделение, кто учился на удмуртском отделении филологического факультета, созревали в житейском плане, созревали в творческом плане. Я помню Славу студентом, он уже был звездой. Он, Витя Шибанов, Володя Катков, другие. Мы смотрели на них, ну, это уже состоявшиеся литераторы были. Студенческие годы. В то время, когда мы были шалтай-болтай, посиделки, походы, песни под гитару, сторожки какие-то. Но так было и в 20 лет, и в 25, и в 30 лет. В то время, когда Слава уже был, Слава работал. Работал на очень высоком уровне. Мы встречались, мы пересекались, то вдруг внезапно встречались в Ленинграде городе. Помнишь, Слава, эту встречу? Да. Когда мне было негде жить, они меня пытались к себе в Петергоф утащить, чтобы было где голову преклонить. То вдруг в Москве, то вдруг в каком-то случайном автобусе, а то в Дебесах или в Икшурбоде. Мне очень нравится то, что Слава не сломался, не спился, не перестал писать, что большая редкость для 90-х годов, потому что действительно очень многие ушли. Кто ушел на рынок, кто ушел совсем без жизни. Гиганты были, гиганты, которые просто не нашли себя в новом времени. Слава сам себе продюсер, Слава сам себе редактор. Это помимо того, что он автор еще. Слава сам организатор всего и творческого, и издательского процесса. И вот то, о чем сегодня говорили по поводу литературной жизни Удмуртии, наверное, проблема-то в одном. Издаваться невозможно. Невозможно издаваться, невозможно распространение. Читатель есть. Достаточно вспомнить. Ну, Слава, недавно ты выступал в Можгинском районе. Да. Полный зал. Полный зал. Я свои выступления знаю, все равно народ приходит. Причем где-то в районе появляются люди, которым это интересно, которым это нужно. И даже здесь, понедельник, сегодня, посмотрите, ну зал-то наполнился. Слава, прими поздравления и с премией имени Дельвига, это действительно здорово. И еще мне очень, я чуть буквально пару слов скажу, мне очень нравится то, что Слава не удмуртский писатель. Слава и удмуртский, и русский. Слава может и по-марийски, Слава может и по-татарски. Слава всюду свой. Слава свой в Якутии, Слава свой в Дагестане, в любой другой республике, в любой другой области, среди любого другого народа он свой. Потому что он такой же, как мы все. Мне кажется, это здорово, когда писатель один из нас. Потому что иначе ему просто не поверят. А Славе верят. А у Славы только что книжка вышла еще на марийском языке, лишь короле. Да, буквально на прошлой неделе у меня был большой авторский вечер в Йошкар-Оле, и вот эта книга, знаете, она такая хорошенькая, вкусная, она на марийском языке. Я в юности изучал марийский язык, и я его помню, я на нем говорю. Вот, проза мои, стихи, рассказы, это перевели выдающиеся, известнейшие авторы Мариэл, и все это опубликовали за счет бюджета братской Марийской Финно-Угорской Республики. Вот. Они не только своих авторов печатают, но еще и... Да, вот совершенно верно. Вот послушайте звук родственного нам марийского языка. Стихотворение называется «Ода Куштумаш». Это значит удмуртская пляска. Такая энергетика, мощность идет. Вот представьте марийский перепляс, кандра. Это чисто военный такой ритмичный перепляс. Вы знаете, что марийцы народ очень огневой. И вот такое стихотворение, я покажу перевод моего стихотворения на марийский язык. Мланде кенел, үдер чурила, кое шоч мовел, мланде кенел, урсемент писен перкече юр. Мланде кенел, ал ужараден мод евретен, шумперт калта кемте валта, ула кергемым сема валта, тынгр, тынгр, тынгр топ, тынгр, тынгр, тынгр чот, шуду куклаште тангем бечьомам, имне умбалне ужеш печомам. Хочу обратить ваше внимание, Сергей уже сказал, о работоспособности Вячеслава Витальевича. Да? Вот у нас есть выставка, представлены книжки, книги написаны. Это, оказывается, малая толика. Да, малая толика, мы все не могли поставить. Но тем не менее, посмотрите, на русском, на удмуртском переводы
переводы других авторов на удмуртский, книги, то есть и публицистика, и эссеистика, и драматургия, и поэзия, и на разных языках. Но если считать, что он переведен на 40 языков, то видите, что это очень маленькая часть, да, представлена. И серьезные литературоведческие работы, посвященные в журнале «Италмаз», и у Зои Алексеевны Богомоловой, ну, конечно, Татьяна Ивановна Зайцева. То есть творчество изучается не только читателями, но и литературоведами, критиками. И я приглашаю всех потом познакомиться с выставкой поближе, книги читать, если вы еще, может быть, мало знакомы с творчеством Вячеслава Витальевича. Ну и я думаю, каждый найдет что-то для себя, каждый будет искать. В качестве преамбулы, как мне отметили, что мой скромный труд был отмечен одной из престижнейших литературных премий страны. Она входит в пятерку самых престижных и финансово емких премий России. Премия литературной газеты «Роснефти» имени Антона Дельвига, первого редактора литературной газеты. И вот эта премия была отмечена книга «Вслушаться в себя». Здесь повести, стихи, рассказы. Что такое литературный процесс? Мы уже сказали, литературный процесс, когда книги писателя без помех приходят к читателю. А здесь есть люди, писатели, поэты, которые годами не могут подойти к своему читателю. Потому что сейчас овес-то нынче дорог. И вот, ну а я в свою очередь, я не имею никакого отношения ни к власти. Люди, знающие меня, знают, мне 52 года. Я никогда не вру, и я только фантазирую в своих книгах. И то немного. Есть литература, которой занимаются кроме своего дела. Ну, где-то, чтобы денежку получить, чтобы было тепло, и пятой точке, и душе своей. А есть литература, которой занимаются только призванные люди, у другого нету. Я не вижу литературного смысла жизненного пространства своего без литературы. Я знаю, что литература прекрасно обойдется без меня, но я без нее не обойдусь. Тогда смысл теряется. Теперь по удмуртскому языку. Московский справочник, как и другие зарубежные, славянские, пишут меня русский поэт, русский прозаик. Но я никогда не прекращал писать на удмуртском языке. И мало кто сегодня, удмуртские писатели, столько пишет, столько публикуется на удмуртском языке, как я. Но сейчас удивительное, интересное явление получилось. В Москве у нас недавно был, полтора где-то года тому назад, вечер русской поэзии, лирики. В музее имени Маяковского в Москве. И представляете, имена идут. Слаповский, Гандлевский, Рубинштейн, Айзенберг, Кибиров, Зульфикаров, ну впереди Арсергий ваш. И мы думаем, это правильно или нет, ни одного русского имени. И мы подумали, что это, наверное, так и должно быть. Потому что русский язык перестал обслуживать не только носителей русского языка, он стал фактом искусства, фактом творчества. И кто скажет, будет против того, что Фазиль Искандер, абхазец, получил в этом году государственную премию. Не русский человек, а он давно уже вошел в русскую классику. Русских писателей, подобных Фазилию Искандеру, нет. И не будет никогда. Вот. Ион Друци пишет на русском языке. Чингис Тарекулович Айтматов на русском языке. Великолепная Джамиля. Я первый раз его прочитал в 10 классе. Я плакал. Как это может? Записка есть, да? Расул Гамзатов благодарен великий и могучий русский язык, иначе он сказал, чтобы быть поэтом одного ущелья, вы обязаны своим успехом удмуртскому языку. Знаете, на 5 курсе университета я стажировался, я учился в нашем университете и в Московском литературном институте у драматурга Виктора Розова. Вот. На 5 курсе я стажировался в Прибалтике, в Эстонии у Пауля Аристея. Академик Пауль Аристе, великолепнейший человек, он знал в совершенстве около 40 языков, быть точнее 38 языков, в том числе и которые уже вымершие считаются, например, води или другие. Вот. И как-то он меня выделил из всей толпы, и как-то и дрова поколоть ему, академик очень солидный, эффектный, красивый. Грива волос, одежда, конечно, в наше время это же ивановские фабрики, да, казанская фабрика костюмы были, а у них тогда уже костюмы были другие совсем.
но они были другие. И он сказал мне такую фразу, которая запомнилась мне на всю жизнь. Вячеслав, он говорил, Вячеслав, филолог, языковед, который знает меньше, чем 5 языков, вызывает подозрение о своем профессионализме. Филолог, который знает меньше, чем 5 языков, учитель русского языка и литературы, удмуртского языка и литературы, если он знает меньше 5 языков, это не специалист. Вот я не поддерживаю его точку зрения. У нас в республике хватает 1,5 языка. Где-то и матушку вспомним, и другое, как говорится. Но это не есть идеал. А по удмуртскому языку до 10 лет я совершенно не знал русского языка и не имел никакой нужды его знать. Вся деревня наша, большая деревня, располагалась на Гальянском тракте, и все математика и другие вещи преподавались нам на родном языке, вместе с дробями. Но когда и совершенно внезапно на 4 класс надо было в 4 класс переходить, и уже русское преподавание. Это полностью шоковая терапия шла. Полностью преподавание на удмуртском языке, и на 4 класс, значит, мы переходили на русский язык. И тут спасителем моим пристал Ролан Антонович Быков. Потом, годы пройдя, мы с ним повстречались, выпили множество дней чая. И я его очень благодарил. Как? В это время у него вышли на экраны фильм «Айболит-66» на русском языке. Такой интересный фильм. Мы его не понимали. На русском языке привезли, и мы просили, я даже нанял соседа на 4 года, он меня старше, за 3 конфеты, чтобы он мне переводил с русского на удмуртский. И потом я этот фильм смотрел 7 раз. 8-й раз я пошел без переводчика. Вот представляете, это же удивительное явление, когда искусство, литература работают на всю основу как народа, так и его культуру. Значит, по удмуртскому языку мы сказали, что сейчас ведь вы знаете, что были такие большие полемики, что он нужен или не нужен, вот школы, желание, нежелание. А этого, я думаю, не должно быть. Желание, нежелание. Вот я, например, в соседнем Татарстане не встретил за всю свою жизнь ни одного русского человека, ни одного еврея, который бы сказал, зачем меня в школе заставляли учить татарский. Все радуются. Это же было интересно, говорит, весело, вкусно, в конце концов. Жил-был Геннадий Айги, может быть, вы слышали или нет, великолепнейший поэт-авангардист. Мы с ним дружили до 60 лет. У него больше рубля в кармане не было. Всегда беден, ну, личная жизнь такая. И все он писал в стол, стол, стол. А потом, после 60 лет, его звезда вспыхнула на небосводе, и весь мир начал печатать его, много ездил по миру и дождался своего часа. И поэтому мы с ним беседовали много раз, и он сказал, Вячеслав, я, говорит, чуваш, я навсегда остался чувашом. Но я благодарен русскому языку, что он мне дал крылья. Можно по-разному отнестись к этим словам, но эти слова я запомню навсегда. Потому что это сказанные слова один на один с другом. Геннадий Айги, выдающийся поэт, авангардист, его уже сегодня нет у нас. В Германии в любом вузе спрашивают про русских поэтов, Пушкина не знают, а Айги говорят. Поразительное явление. Очень много у него переводов на немецком языке. Ну, я хотела бы, чтобы вы все-таки нам рассказали о своей последней книге. Я-то ее читала, но думаю, что еще не все с ней познакомились. Это книга, которая стала, в общем-то, предметом премии, да, рассмотрения. Да. Вот, пожалуйста, мне интересно, ну вот это мой личный вопрос, про драматургическую составляющую, потому что вы там смотрите, то есть у вас свой взгляд очень интересный. И меня вообще интересовало, и когда вы делали «Тень Лангасара», какие источники вы используете, насколько вы домысливаете и насколько вы какую-то документальную основу используете. Вот такое. Кино, знаете, это такое дело, оно очень увлекательное. И вот сейчас если мне крикнут, тишина на площадке, мотор, внимание, пошли, я побегу. Босиком побегу.
Потому что кино это очень интересно. Но кино это очень тяжелый жанр. Кино очень грубый жанр и очень тяжелый. Вот, например, вы помните, в 90-е годы, значит, творческой установкой нашей страны стало издание, выпуски национальных фильмов на окраинах России, народов России. И одновременно были пущены 3 фильма. Казань, Махачкала и Ижевск. Казань и Махачкала благополучно фильма не довели до конца, или деньги где-то протырили, или еще что. Потому что кино ведь это вещь очень дорогая вещь. Вот, например, «Тени Алангасара», наш художественный фильм, который мы снимали под эгидой Ролана Быкова, вот, 1 метр 25-30 долларов тогда стоил, 90-е годы. А весь фильм 13 километров, плюс 3 километра на дубли. Одна пленка, это же сколько это было? Я очень благодарен своему киношному периоду, что я работал на Мосфильме около полугода. Рядом со мной работали Вячеслав Тихонов, Царствие Небесное, и по левую сторону молдавский композитор Евгений Долга. Очень интересные были беседы с операторами, вспоминали Параджанова. Это был отдельный период моей жизни, которым я очень благодарен. Кино учит экономии слова. Например, я пишу сценарий по X-XII веку, вот, философская притча, мелодрама, как мы ее определили, жанр, «Тени Алангасара». Вот. Пошел дождь. И представляете, я уже вижу 5-6 машин, пожарных машин идут. Надо дождь лить. Потом приходит еще другая техника, электрические разряды в небе дают. Их надо снимать. И общая, когда съемка, вот 2 слова, и огромная масса людей работает уже. И думаешь, а может быть не надо было дождя? Вот такие чувства бывают. Однажды мы, там 4 деревни, и надо было массовую съемку провести. Собрали всех жителей. Мы им платили, они по сей день хорошо вспоминают. Кто за корову отдельный, вот у него гонорар, кто с овечкой отдельный гонорар, кто с гусями отдельный гонорар. Все по списку, все переодевают, все. И столько всю ночь снимали. И все, пленку отправили туда, в Москву, Мосфильм. Елки-палки, другого слова нет. Смотрим, у нас второй главный герой Юрий Шерстнев. Ну вы помните, артист, который в фильме Будулая играл, лысого бандита там на Волге они разъезжали туда. Такой типичный артист. Так он бессермянин, из Юкаменского района, сам артист, более 70 фильмов у него. У него мать, значит, после войны поехала на восстановление Москвы, и там и осталась, вышла замуж. Там и осталась, вот он бессермянин, Юрий Шерстнев. Все было вроде бы хорошо, и периодически никто этого не заметил. И надо же, у меня очки, я особо-то и не вижу, как говорится, сильно. Ну, хотя в армии мне давали дважды увольнительные за хорошую стрельбу, но я, наверное, стрелял по наитию. Вот. Представляете, столько масса людей, столько огромных, вот столько денег ушло уже. Даже прокурор района пришел, с удовольствием снялся он там в роли крестьянина, милиционеры тоже там. И оказывается, на руках у нашего главного героя, нашего героя князя, удмуртского князя, на руках вместе с украшениями были часы японской фирмы Seiko. Ёлки-палки. Ну хоть что-то делай уже. И причем они явно вот так периодически, он народ будто бы ведет куда-то руками, а там Seiko вот блестит. Столько километров ушло. Мы даже уже не ругались друг с другом, смысла не было. И режиссеры, и другие художники. Так что все может быть. И, как говорят русские, в таких случаях, мелочь, а ни в какие ворота не лезет. Вот не влезает ни в одни ворота мелочи. И
И потом, когда я учился в Москве, в литературном институте, студии мастерской Виктора Розова, мы, представляете, вот очень интересное обучение идет в литературном институте. Это единственный в мире институт, готовящий писателей. Но не все из них писателями становятся, а просто литературные работники. Так вот, мэтр Виктор Розов, Инна Люциановна Вишневская, вот критики, она критик. Целый курс они выбрали учить только 2 человека. Представляете, целый курс у них 2 человека. Это Володя Гуркин, «Любовь и голуби» фильм, вы его знаете, да? И «Ваш покорный слуга». То есть, когда во вторник была специализация, пьесы мы рассматривали, если Володя, мой друг, где-то загулял, он москвич, связей у него много, я говорю: Инна Люциановна, приступайте к занятию, половина аудитории находится здесь. Ну вот мы мило беседовали, разговаривали, и этот период тоже мне не забыть, литературный институт. Я всегда критически смотрю на то, вот эти подборы к получению высшего образования, если там разыгрывается национальная форма окраски абитуриента. Я помню, у нас были, и сейчас они есть, какие-то квоты для местного населения, которые учатся в физтехе, в МГУ, училище имени, вот это, как это, очень серьезное училище. Бауманское, да. И что интересно, в основном эти наши перевозчиковы, Широбоковы, Поздеевы, в основном оказываются потом в Тель-Авиве, Хайфе и Иерусалиме. Это же мозги, это же деревенские мозги, это физические, технические. И они оказываются там. Молодые еврейки быстро их окручивают, так сказать, и наше состояние уходит туда. Ну да и ладно. Но вот в качестве искусства, вот я всегда критически смотрел, например, группы собирают артистов национальные. Но, видно, другого нет. Мой мэтр говорил: дорогие други, он говорил, Розов, вы станете драматургом только тогда, когда найдете своего режиссера. Мне не удалось найти режиссера, я не стал драматургом. Ну, в этом тоже можно было поплакаться, но не больше 3 минут, потому что жизнь много красочнее, чем находка или не находка режиссера. Все. Драматургии упирается в режиссера. Режиссера у нас нет. Вот это поразительно. Это 1,5 миллиона населения в Удмуртии, а режиссеров нету. Или я плохо опять-таки смотрю. Вот. И о чем я говорю? О том, что ежедневно что-то узнается, ежедневно что-то познается. И на самом деле век живи, век учись. И особенно в литературном деле. Всегда нужна историческая точка зрения на многие факты. Ведь более 200 лет тому назад Ижевск как образовался? Он же образовался не из-за того, что здесь хорошее место. Нет. Шереметьеву нужны были тайные заводы. У него было очень много долгов. И вот воинская команда во главе с Москвиным сделала, ну, как сейчас говорят, рейдерский захват. Шереметьев никакого отношения к этой земле, которая здесь мы сейчас проводим мероприятие, не имел. Эта земля принадлежала удмуртским князьям Ябушевым и Тевкелевым, потом они передали. И по сей день где-то с грамотами ходят. Ну а потом царица говорит: ах ты, батюшка, что ты завод ведь построил на Иже, дай-ка мне его. Ну, Шереметьеву деваться было некуда. Долгов было много, а царица услышала все. И кого везли сюда? 3 деревни удмуртских вот здесь было. И львиная доля рабочих была привезена из России, и они были привязаны цепями ногой к станку, и на лбах их было высечено вор, убийца, мошенник. И ими командовали палками голландские и немецкие мастеровые русиши Швайн. И от этого какая любовь может передаваться от мастерового к его сыну, что вот его отца так привезли? Вопросов у нас много. Ижевск очень жесткий город. Но если мы не будем вслушиваться друг друга, он будет еще жестче. Это уже для наших детей. Поэтому у нас есть время услышать друг друга.
И поэтому, наверное, я пытался об этом рассказать и о том, что надо вслушиваться в друг друга. Я много, наверное, и написал, но мне кажется, что я только приступаю писать. Последние годы у меня такие трудные выпали, проблемы со здоровьем и другое. Стихотворение такое называется «Март». Я его нигде не читал. Ангел летал над парком больничным и падал пушистою ватою снег. Люди прижались к оконцам невзрачным, не видели ангела, знали, он здесь. И ангел шалил, как ребенок, в березах жердинки стучал, он вьюгою снег выдувал, как слоненок, и свечкою в небо взмывал. За окнами люди ему улыбались, друг другу поближе они становились. От этого стало им сразу теплей, а жизни дороги свои и светлей. Тут ангел присел, завозился с застежкой на сандалете своем золотом. Спешил он заветною стежкой к своей ангелице любовью несом. И вскоре спорхнул из больничного парка, поземкою беглой следы заметав. И радостно всем от такого подарка крылатые гости вернутся устав. Это кардиологические страсти. Все мы думаем, что мы люди бессердечные, оказывается, у всех сердце есть. Мне тоже это пришлось в этом убедиться. Стихотворение «Песня моя», слушая интервью Чарльза Буковски. Чарльз Буковский — известный американский писатель, который без нецензурного слова не обходился в своей литературе. О чем он писал? Знаете, почему вот и Лимоновские, это я, Эдичка, которые тоже через слово «мать-перемать», как говорится, не об этом писали они, не о нецензурщине, а писали о страшном одиночестве человека. И поэтому их книги будут перечитывать, даже находя на их строках нецензурные выражения. Каждый человек рождается один, приходит на этот белый свет, и уходить ему надо тоже одному. И вот, слушай, Чарльз Буковский, «Песня моя». У каждого человека должна быть песня. Без этого нет человека. Есть песни и старше меня, есть песни и младше меня, а я со своей одногодкой кружусь на пластинке одной. В песне такой поется о том, что ждет меня где-то твой дом, что белы облака в небесах и ангелы спят в облаках. Той песни о завтрашнем дне не надо гадать обо мне, неведом мне завтрашний день, но не длинна за тобою уж тень. У моей песни белые виски, у рук задумчивых крепкие тиски. Мы в зеркалах лишь собеседники, хотя в седле одном наездники. На нотный стан я знаками ложусь, для своей песни эхом окажусь. Но есть ведь и песни старше меня, и есть ведь и песни младше меня. И по судьбе, конечно же, у каждого судьба. Я все же уверен, что судьба человека, как говорят арабы, мектуб, она пишется задолго до его рождения. По судьбе. Глоток воды в жару, кусочек хлеба в голода, пиджак залатан на ветру, в обувке хлюпает вода, а это тоже жизнь. Моя, твоя и очень многих и других, глубока да не русская, крепка колея столбового пути без прямых. А в зеркале лицо меня изводит вопросами о том, да почему и как в России жизнь живут, где все никак, и все же так. А у нас все живут, эту истину дед завещал. Ох, не по закону, да не по душе, не по совести, не по любви и понятиям, да не по Богу, не по сатане, а живут мне все так же, и все по судьбе, не судьбе. И позапрошлом году мои друзья из Черногории, я в многих городах выступал, там мои книги выходили на сербско-хорватских языках. Представляете, удивительная, интересная страна, где ты чувствуешь себя как дома.
Вот поразительно. И все понятно. И сербы, и хорваты, и черногорцы разговаривают, и все понятно. Я в феврале в этом году тоже по линии литературных программ европейских городов был в 3 странах. Встречался, вот такие творческие встречи были в Австрии, Словакии и Венгрии. Вот. В Австрии, конечно, коленкор не тот. Я в таких случаях, говорят, изучал английский со словарем, там немецкий. В Венгрии этот язык, я его чувствую, он мне нравится, я люблю, он пульсирует во мне, это родственный язык, но я его не понимаю и сказать не могу. А в Словакии опять я как дома. И в трактире у Золотого поросенка со словацкими поэтами был моментальный общий язык нашли, и это рассказывает о том, что широка славянская душа, хотя Достоевский говорил, что я бы все же ее судил. Правда, на русском говорил. Итак, Черногория. Надо сказать, что Черногория маленькая страна, и там очень много сделано для того, чтобы ее установить как страну. Поэт князь Данила I Петрович Негош. Первый князь и светский правитель Черногории, очень известная личность, историческая. И я посвятил это стихотворение Черногории, прочитал его послу, и выходит антология поэтов, побывавших в Черногории, и она будет опубликована на этом языке. Почему я хочу прочитать это стихотворение? Где бы ты ни был, прекраснейший армянский писатель Грант Мативасян, я очень хорошо знаком с его сыном, режиссер Давид Мативасян, он один из героев его говорит: слушай, Грант, сколько бы ты университетов не кончал, ты навсегда останешься деревенским парнем. И я то же самое чувствую. Вот где бы, в каком городе Европы или страны нашей я не был, я все время смотрю, дождь идет. Так, дождя слишком много. Вот дождь самое хорошее. Чисто таким крестьянским, новоказмасским моим уклоном. И чисто удмуртским. Я вот людей, вот, которые впервые, например, вижу в Праге, так это же мой сосед. Вот точно на него похож. То есть мир я смотрю своим удмуртским аршином. Я не знаю, он хороший или плох, но мне он нравится. И стихотворение такое, Черногория. Когда на родине моей метель гуляет лишь одна на улицах пустых, узорами на окнах зимняя пастель, и спят медведи в спальнях снеговых, я мысленно лечу туда, где обогреюсь у тепла, друзей зовущего костра, что Черногорией зовут, и князь Данила с чаркою вина всех путников к добру благословит. Когда ж душа моя в уныние пришла, в делах порядка нет и не везет, когда любовь в одни вчерашние ушла и за собой уж вряд ли позовет, я мыслями туда, где окрылюсь теплом манящего в ночи костра, что Черногорией зовут, и князь Данила налитым вином куда те путников благословит. Когда же устану я совсем в пути и сяду на песок истертых лет, молитву сотворю, чтоб в Черногорию прийти, хотя бы в снах границ них нет. И снова я туда, где живу теплом, ласкающего ночь костра, что Черногорией зовут, и князь Данила божеским вином дорогою домой благословит. Все равно домой. Народному писателю Удмуртии Вячеславу Арсерги от Николая Мрыхина. Когда приходит в мир большой поэт, когда, зачем, да мы не знаем сами. Дай Бог прожить ему премного лет, и пусть заря над ним горит, как знамя. Как вкусен над рекой с дымком чаек, а вдохновение приоткрыла дверцу, бежит, журчит веселый ручеек, впадает в то, что называем сердце. Все трогает, и люди, и природа, и птиц над речкой, бреющий полет. Ты плоть народа, и душа народа, и воплощение нежное ее.